Этот багор очень увесистый, он тяжелый. Именно благодаря этому багру можно было цеплять бревно, да, подтягивать к себе, направлять его. И чтобы не промочить ноги вот через эти валенки, когда снег таял в цехах, людям выдавали вот такие калоши. Такого размера валенки выдавали всем. То есть одинаковый размер выдавали. И женщинам, даже несмотря на то, что у тебя ножка миниатюрная, но тем не менее. Эти калоши носили в 1948 году. У них есть отверстие специально для каблука. Для чего? Для того, чтобы вот эти калоши надеть на туфли. То есть это своего рода такие чехлы для туфель, чтобы не замарать туфли грязью. Они ни в коем случае не работали в тех цехах, где работали бумагоделательные машины, где производили оборонную продукцию, так как считали сомнительными людьми, да, то есть предателями, именно так посчитали их, да, потому что они проживали под оккупацией, и поэтому их отправляли в самые тяжелые цеха. В каждой комнате стояла по печке, не было туалетов. Туалет был один на этаже, получается. Вот, то есть ванн не было. Была отдельная большая комната прачечная, куда женщины вечерами собирались, там они стирали, там детей мыли в тазиках, в том числе и нас, да. Я так хорошо помню, как они общались друг с другом. Последние слова моей мамы было это: уезжать в Крым. Я говорю, мне только море покажут, а тем более Крым, когда покажут. Я говорю, готов в этот телевизор залезть. Я думаю, что я уеду в Крым.